Еще в начале 20 века среди коми-народа ходили легенды о могучем Паме Шипича. Одну из таких легенд записал этнограф Василий Налимов. В ней говорится о том, что Пам огорчен тем, что коми-народ переходит в православную веру. Шипича вырыл себе могилу на берегу Сысолы и лег в нее живым. Но прежде произнес заклинание. Когда вольные дети севера свергнут православие, когда Сысола размоет свои берега, тогда сам Шипича выйдет из могилы и поведет свой народ к счастью и свободе. Во второй половине XVIII века на берегу Сысолы в нынешнем Кировском парке построили Троицкий собор. Но архитекторы-строители не учли особенностей мест. Сысола стала размывать берег, и стена собора дала трещину. Уже в начале XX века собор закрыли, а в 1933 году и вовсе снесли. Вот так интересно совпали легенда и история. А еще в 21 году коми-народ, до этого проживавший на территории 3 разных губерний, был объединен в один регион – Коми-автономную область. Было это ровно век назад. За столетие область выросла в статусе и стала республикой, и не раз меняла свои границы. Путь к автономии был достаточно сложным, извилистым, не сразу. Появляется он, разумеется, тогда, когда появляется интеллигенция, то есть интеллектуалы. Они начинают размышлять не только о себе, но и о судьбах своей нации, своей родины. На рубеже 19-20 веков в Коми-крае появились эти интеллектуалы, это учителя, служащие, среди них и выдающиеся представители с мировыми именами. Петерим Сорокин, Калистрат Жаков. Тот же Калистрат Жаков озаботился тем, что вот есть коми-народ, есть коми-язык, а газеты-то нет. Как же так? Почему у нас нет своей газеты? Это было в 1909 году. Мы же разговариваем на своем языке, комизырянском. Почему у нас нет ничего, ни книг, ни газет? Я же молчу про дороги и так далее, и прочую экономику. Сначала, как мне кажется, обеспокоились о коми-языке в церквях. Нужно было, чтобы богослужение шло на коми-языке. Потом в образовательном процессе, чтобы преподавание хотя бы в начальных школах тоже было на коми-языке. Причем интересно, что Российская империя перед Первой мировой войной разрешила преподавать в национальных регионах на родном языке. И это было внедрено в 1913 году, но, как говорится, поздно. Началась война, стало не до этого. Один из первых документов советской власти – Декларация прав крестьян и рабочих 1917 года провозглашала очень смелые принципы национальной политики. Отныне все народы равны и имеют право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Один за другим представители разных национальностей начали активную работу по созданию автономии. Не остался в стороне и коми-народ. Человек, который историками определяется как духовный отец коми-автономии, это Дмитрий Яковлевич Попов. Когда у него началось это вот движение в сторону национальной автономии, неизвестно. Он депутат Государственной Думы, священник. Занимался в Думе, соответственно, вопросами Русской Православной Церкви. Входил там в различные комитеты по пенсиям. То есть, собственно говоря, ни о какой национальной автономии он никогда не думал. Дмитрий Яковлевич Попов, уроженец деревни Нючпа, священник, депутат 4-й Думы, член сначала прогрессивной, а затем радикально-демократической партии. Активно лоббировал интересы Усть-Сысольского уезда по строительству железной дороги, расширению нефтедобычи на Ухте. Занимался вопросами церкви, пытаясь организовать духовенство на демократических началах. Но в мае 1917 года Дмитрий Попов резко бросает столичную политическую карьеру в Петрограде и возвращается в Усть-Сысольск, где активно принимает участие в местных съездах и форумах. В январе 1918 года он уже принимает активное участие в учредительном съезде Советов Усть-Сысольского уезда в Усть-Сысольске, где произносит свою знаменитую речь о том, что нам, зарянам, нужна автономия. Нам нужен парламент такой же, какой в американских Соединенных Штатах. В дальнейшем на первом съезде Совета Усть-Сысольского уезда он расширил свои тезисы и сказал, автономия – это
есть автономия в составе России все-таки. Мы не выделяемся в отдельное государство. Мы верны конфедерации, она уже существовала к этому времени, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР. Ну и по праву он стал одним из лидеров национального движения, священник, подчеркиваю. Съезды Советов поддержали идеи Попова. Началась бурная работа по осуществлению национальной политики. В Усть-Сысольске образована партия коми-автономистов – Коми-автономищукар, общество Коми-Котор, одной из главных целей которого – образование особой административной зырянской единицы. В том же году в Москве был открыт Зырянский отдел наркомата по делам национальностей РСФСР. Но в стране началась гражданская война. Конечно, ни о каком выделении Коми-края в отдельную автономию речи не было. К этому вопросу вернулись уже в 2020 году. Возобновил свою работу и Зырянский отдел в Москве. Возглавил его Дмитрий Батиев. Это достаточно еще молодой человек. Ему в год создания автономии было сам 25 лет. Уроженец села Гам уже имел опыт политической деятельности. Он, в частности, был одним из агитаторов за Петерима Сорокина на выборах в Государственную Думу. И вот он стал одним из тех активистов, которые решили во что бы то ни стало создать коми-автономию. Собрался такой небольшой, но очень деятельный круг представителей коми-интеллигенции. Коми-политику был такой своеобразный симбиоз людей, вроде бы, с одной стороны, далеких от политики, в основном учителей, таких как Василий Александрович Молодцов, создатель коми-алфавита, а с другой стороны, и именно политиков, таких как Батиев, Селиванов. В лаптях заходил во все кабинеты. Так описывал свою бурную деятельность сам Батиев. Он доказывал необходимость создания автономии и разъяснял, кто такой коми-народ. В свою очередь, в Усть-Сысольске местная интеллигенция вела активную культурно-просветительскую деятельность. Василий Молодцов создал алфавит и грамматику коми-языка. Началось преподавание на родном языке в школах. Созданы коми-книжное издательство и Институт народного образования. Первое в Коми-крае высшее учебное заведение. В январе 1921 года, 8-13 января, состоялся первый Всезырянский съезд коммунистов, на котором с докладом выступил Дмитрий Александрович Батиев. В докладе звучала необходимость создания Коми-автономной республики. И более того, в докладе прозвучали границы этой будущей республики. Дмитрий Батиев предлагал включить в состав Коми-пермяцкую территорию, потому что пермяки тоже коми, часть территории Архангельской губернии, Большеземельская тундра, затем часть русских властей, которые граничили с Коми-краем, а также еще часть островов в Северном Ледовитом океане, остров Вайгач, архипелаг Новая Земля и остров Шпицберген. Территория новой республики по задумкам Батиева должна была чуть ли не в 7 раз превышать территорию нынешней республики Коми и иметь свою армию. Некая буферная зона, защищающая страну от врагов севера. По примеру Дальневосточной республики, буферным государством между Японией и РСФСР. В 2020 году уже была создана Водская автономная область, нынешняя Удмуртия. И Батиев в качестве примера использовал и документы Водской автономии. Он поддерживал связь с удмуртскими автономистами и даже совместно с ними разрабатывал идею создания общей автономии с коми-пермяками, удмуртами и коми-зырянами. Связей экономических и транспортных между регионами не было. Да и на самом деле не было в этом и смысла, потому что управлять таким огромным регионом в тех условиях абсолютно невозможно при том уровне развития связи, даже элементарного телефона, радио, телеграф и всего прочего. Безусловно, Батиев ориентировался на эти документы и помогал ему еще, как предполагается, Петерим Сорокин, который до своего отъезда из России работал в Петербурге и, как предполагали
выступали батиевские оппоненты. Именно Петерим Сорокин и предложил Батиеву идею о том, что надо в сопредельных регионах провести плебисцит, с тем, чтобы жители высказались, не желают ли они войти в Коми-автономную республику. Как язвительно писали там какие-то батиевские недоброжелатели. Откуда вообще Батиев узнал такое мудреное слово сам плебисцит? Это, наверное, говорит, сам физиономия Сорокина из-за этого проглядывает. То есть Батиев не из головы все это, безусловно, придумал. Он использовал и те наработки, которые уже существовали, но и, естественно, он и его коллеги уносили и что-то самое свое. То есть он не просто взял там что-то и переписал. Часть идей Дмитрия Батиева все же была отвергнута. Коми-край, по мнению Кремля, пока не готов стать республикой. Нет ни национальных кадров, ни экономического обоснования. В мае 2021 года выходит постановление Президиума ВЦИК о создании Коми-автономной области, а 22 августа оно утверждается декретом. С этой даты наша республика и ведет свой отчет. Первым легитимным органом управления Коми-автономной области стал областной исполнительный комитет, избранный в январе 1922 года на первом Коми-областном съезде Советов. И первым его председателем избран Дмитрий Ильич Селиванов. Первым руководителям приходилось решать множество политических вопросов, множество экономических и множество территориальных вопросов, потому что создать на бумаге республику не означает обозначить ее территории. И, безусловно, край, который входил ранее в состав 4 губерний, должен был получить свою территорию. Но вы сами понимаете, что руководители соседних губерний были не в восторге от того, чтобы отдать какие-то территории, что-то не получив взамен. Черты новой Коми-области были обусловлены территорией проживания Коми-народа. На юге и западе – это граница между русскими и Коми-поселениями. На востоке – естественный природный рубеж – Уральские горы. На севере – побережье Северного Ледовитого океана. Да, первое время Коми-автономия имела свой выход к морю. И руководство региона ставило перед собой амбициозные планы – построить порт и железную дорогу к нему. Вошла в состав автономии и территория проживания русского населения. Это Нижняя Печора с Устцельмой. Такое решение не пришлось по душе Устцельма. Они собрали 80 пудов сливочного масла и отправились в Москву. Умаслить руководство страны и отпроситься из Коми-области. И они пришли в Москву, добились приема у всероссийского, как говорится, старосты Калинина. Ну и, очевидно, обошли еще какие-то наркоматы. И да, действительно, Печорский уезд был обратно переведен в Архангельскую губернию, а в Коми-автономии появился Ижма-Печорский уезд. То есть, с одной стороны Усть-Цельма, с другой стороны Ижма. Как бы противостояние. Причем это было реальное. Когда это решение в ЦИК было объявлено, все коми-ижемцы, которые работали в Усть-Цельме, они сняли все, что было, значит, в местном уездном центре. Ну, там что-то можно было снять. Ну, допустим, пишущие машинки, там, еще какой-то инвентарь, оборудование. Все это вывезли в Ижму. То есть это все наши коми. Ну, а Печорский райцентр все это стал требовать дальше у губернского центра. Однако русскоязычной территории суждено было войти в состав Коми-национальной области. Но произошло это позже. Причиной этих пертурбаций стала большеземельская тундра с выходом к Северному Ледовитому океану, которая в то время относилась к Коми-автономной области. Выход к морю этот был, в общем-то, для экономики бесполезный в то время, поскольку никаких портов не было. Но единственное предполагаемое место порта – это вот на будущий Нарьян-Мар, тогда, собственно говоря, его тоже еще не было. И вот прожекты местных экономистов связаны с тем, что надо построить порт, в частности, в бухте Индиго, который сделает Коми-область вот такой внешнеэкономической, что ли. Коми-область получит возможность напрямую вывозить свои природные богатства. Тогда это имелся в виду прежде всего лес, конечно. Про уголь-то еще не знали, а про нефть мало чего знали. Вот прямо в Европу. В 1929 году на территории РСФСР появляется еще один субъект – Ненецкий автономный округ. Тундра «Большая земля» Ижма-Печорского уезда Коми-автономной области вошла в состав новой Ненецкой области, как территория проживания ненцев. А взамен Коми вернули Усть-Цельму.
Новая граница, условно проходящая по тундре, получилась прямой. Ее просто прочертили по линейке. За исключением Усть-Цильмы и Верхнепечорских волостей, ранее относящихся к Чердынскому уезду Пермской губернии, Коми-область была почти 100% комиязычной, и коми-народ составлял этническое большинство. Такая тенденция сохранялась почти до середины XX века. Согласно переписи 1939 года, на территории Коми проживало 319 тысяч человек. 230 тысяч из них – коми по национальности. Ситуация изменилась чуть позже. Ну а если говорить о первой половине 20-х годов, перед руководством области стояла непростая задача – сделать из аграрного региона индустриально развитый. Крупной промышленности на территории Коми почти не было, если не считать несколько заводов – солеваренные, железоделательные, лесопильные и некоторые другие предприятия. Но они были не в лучшем состоянии. В пятилетнем плане развития Коми автономной области стояло просто огромное количество задач. Но перво-наперво была поставлена задача построить 10 промышленных предприятий по переработке леса. Построено одно. При этом планировалось построить в Слободе, например, завод по переработке древесины, который станет валютным цехом страны. То есть это должно быть крупное предприятие. Мы знаем, на том месте сейчас стоит ЛПК. Нужно было построить железную дорогу, и она была заложена, это Пенюк-Уссысольск. Нужно было провести не только изучение месторождения, но и еще и начать промышленное освоение. Уже в годы первой пятилетки начинается промышленное освоение воркутинского угля и ухтинской нефти. Край признан индустриально перспективным. Начиная с 20-х годов здесь прошло множество геологических экспедиций. Однако промышленному освоению мешало отсутствие транспортных артерий и отдаленность территорий. Трудность заключалась еще и в работе областного исполнительного комитета. В первые годы существования советской власти состав облисполкома выбирался на съездах советов ежегодно. Не успевал один состав глубоко разобраться в проблемах области, как его сменял новый. Не оставляло руководство и идею преобразования области в республику. Однако в декабре 1928 года в Москву отправляется Василий Петрович Юркин, Иван Григорьевич Коюшев и еще третий человек по фамилии Козлов. Они добиваются встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Им дается целых 15 минут, однако они беседуют с вождем 1,5 часа. Сталин их внимательно выслушивает и выдает такую резолюцию, что на самом деле действительно это недоработка. Вы напишите в Политбюро докладную записку, мы будем разбираться. То есть республика должна быть. И это настолько вдохновило первых руководителей наших, что они были уверены, что Сталин их непременно поддержит. Но уже в октябре 1929 года был создан Северный край с центром в Архангельске. В нее вошли Вологодская, Архангельская, Северодвинская губернии и автономная область Коми. Статус автономии стал еще ниже. Теперь между Коми-областью и федеральным центром Москвой появилось звено в виде Архангельска. Создание Северного края перетягивало бюджет в Архангельск. Ни о каком промышленном развитии Коми-области речи не было. Все деньги оседали в новом краевом центре. Свои возмущения по этому поводу открыто изъявил тогдашний руководитель облисполкома Иван Григорьевич Коюшев на сессии ЦИК. Когда Иван Григорьевич Коюшев заявил, что вот это перераспределение средств и невозможность экономически развиваться краю нарушает суверенные права коми-народа. Одновременно это означает, что национальная политика в Советском Союзе идет неверным курсом. Согласитесь, что это очень смелое решение. И когда все-таки сессия принимает решение деньги вернуть, то есть добивается чего хочет, это пик карьеры Ивана Григорьевича Коюшева. Его доклад публикуется в центральных газетах и даже в Коми-му у нас, но сразу его снимают с поста. Через какое-то время Иван Коюшев вновь избирается председателем облисполкома. Но уже в 1935 году его обвиняют в буржуазном национализме. В 1937 арестовывают и сажают в колонию в Верхнем Чове. По воспоминаниям, компанию там ему составят архиепископ Стефан Знамировский, писатель Тимовень Вениамин Чисталев, создатель коми-алфавита Василий Молодцов.
После тюрьмы Иван Коюшев будет простым рабочим. Снова отсидит срок в Новосибирской области и будет реабилитирован только в 1954 году. Репрессии коснулись почти всех создателей и руководителей Коми-области. Отец Коми-автономии Дмитрий Попов умер еще в 1921 году. Но до этого его обвинили в антисоветской деятельности и проводили обыски в квартире. Дмитрий Батиев руководил Коми-представительством в Москве до ноября 1921 года. Он и сотрудники Зырянского отдела для развития Коми-автономии зачастую давали взятки и проводили банкеты, на которых присутствовали и первые лица государства – Калинин, Рыков, Янукидзе и даже сам Сталин. За это Дмитрия Батиева исключили из партии и посадили в тюрьму на Лубянке, обвинив в различных злоупотреблениях. Батиев, на самом деле, бюрократ был никакой. Он не бюрократ, не чиновник, не администратор. У него все эти расписки, его указания, значит, там согласие на выделение денег на то, на сё, на журнал, на деятельность экономического совета, который разрабатывал стратегию развития. Всю эту бухгалтерию он не вел и не следил за тем, чтобы она была в порядке. Там интересная история. Рассказывали, что комиссары, когда приехали его проверять, спросили, где документы. Батиев, как он напишет, выгреб из кармана кучу каких-то листков, сказал, вот здесь все написано, что кому чему. Вот когда ему сказали, что так не годится, он сказал, ну, а мы так вот привыкли работать. В начале 1922 года его выпускают. Он возвращается в Усть-Сысольск, руководит обществом Коми-края, областным музеем. В Усть-Сысольске у Батиева рождается вторая дочь, которую он назовет автономой, в честь Коми-автономии. Но на родине его жизнь не заладится. Его то сажают в тюрьму, то выпускают. Последний арест был в 1941 году. Его обвинили в контрреволюционной троцкистской деятельности и расстреляли. Кстати, по иронии судьбы, сам Батиев еще в 1921 году предлагал сделать трудовые исправительные лагеря на территории Ухты, где предлагал размещать врагов революции. Не избежали ареста и другие руководители Коми-автономной области. Практически за исключением Сорвачева, который был руководителем Коми-автономной области в 1922-1924 годах, все остальные были репрессированы. Юркин Василий Петрович был в 1938 году расстрелян. Федор Гаврилович Тараканов был сначала в заключении, а потом был сослан навечно в ссылку в Сибирь. Практически каждый первый из руководителей все прошли через репрессии, потому что для них, наверное, ценнее всего, чем создать республику, идеи не было. С конца 20-х годов начинается активная индустриализация Севера трудами заключенных. Еще в 1925 году Коми включили в список областей для высылок. А в 1929-м правительство принимает решение о создании новой формы мест заключения – исправительно-трудовых лагерей. И эта новая система начинает реализовываться как раз в Коми. Европейская территория, близко от центра и очень низкая плотность населения. А еще край богат ценным строительным материалом – лесом. В том же 1929 году была организована Ухтинская экспедиция, из которой позднее вырос отдельный концлагерь, знаменитый Ухт-Печлак. Трудами заключенных строилась железная дорога, добывались нефть и уголь, строились поселки, а позже города. Перед Второй мировой войной концлагеря давали половину всей промышленной продукции. Коми стала индустриально развитой областью. Уровень экономики поднялся. Руководители региона все так же не оставляли идею о преобразовании области в республику. Да и оснований для этого теперь стало больше. Сама эта экономика лагерная малопроизводительна, и люди там большей частью гибли, чем приносили какие-то блага. Потом, значит, давайте не будем еще забывать о том, что кроме индустриализации, кроме лагерей, была еще кулацкая ссылка, спецпоселки, когда к нам сюда с начала 30-х годов присылали с всей России и из других мест раскулаченных крестьян, которые здесь сотнями гибли. Это, конечно, самая страшная история. Если бы пришлось бы выбирать между созданием республики и отказом от такой индустриализации, то я думаю, что местные власти, может быть, и отказались бы. Хотя все были люди своего времени, и не будем их идеализировать.
Мечта создателей Коми-автономии сбылась в 1936 году. Тогда область получила статус республики, а в 1937 в Коми-АССР была принята первая конституция. Следующие изменения в государственности произошли лишь в 1990 году. Тогда республика стала суверенной в качестве Коми-ССР и в 1992 году была переименована в Республику Коми.